Здравствуйте, меня зовут Тижигинаров Яков, я ученик 10 класса МБО Хатунский СОЖ имени Василия Сергея Соловьева Блоквотера. Тема моего проекта — исследование загрязнения воздуха под состав снега на территории села Хатбла первое. Актуальность. Загрязнение атмосферы является наиболее опасным по своим последствиям. Оно приобрело глобальный характер и может повлечь за собой изменения биосферы в целом. Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу. Снег — это индикатор чистоты воздуха, поэтому состав снежного покрова может существенно влиять на качество грунтов вод, а следовательно и на флору и фауну нашей местности. Цель — изучить экологическое состояние снежного покрова на территории села Харбала первое. Гипотеза. Степень загрязненности снега зависит от продуктов сгорания топлива, котельной и выхлопных газов автомобилей. Новизна. Химический анализ проб снега на территории села Харбала первое. Список площадок сбора проб. На данной карте мы видим площадки, на которых производили сборы проб. Мы выбрали те места, где наблюдается наибольшее антропогенное воздействие, а также наиболее вероятные чистые места. Первый участок — это опушка леса, второй участок — возле школы, третий — возле котельной, четвертый — обочина дороги, пятый — озеро Хатбла, шестой — мой двор, седьмой — возле гаража. Также мы проводили измерение расстояния от котельной до других площадок с целью узнать, доходит ли до них продукты сгорания каменного угля. Например, от котельной до озера 610 метров. Примерное содержание химических элементов в каменном угле от 75 до 97% а, составляет углерод, а также в нем содержится водород, кислород, сера, азот, летучие вещества, как аммиак и сероводород, а также некоторое количество влаги. Состав выхлопных газов зависит от типа топлива. Например, в бензиновом есть тетраэтилсвинец, а в дизельном его нет. Также в топливе содержится бензопирен, который является канцерогенным веществом, значит вещество, которое может вызвать рак. Например, участок, где наблюдается наибольший выброс выхлопных газов. Далее переходим к практической части нашего проекта. Вы видите внешний вид проб снега со всех площадок. Как вы видите, самой загрязненной является проба номер 7 и 3, а самым чистым является проба номер 2 и 5. Первый опыт определения прозрачности воды. Мы начертили символ на листе, установили цилиндр на высоте 4 см от листа и посмотрели шрифт через столб воды. И сливая или доливая воду из проб в цилиндр, нашли высоту столба воды, еще позволяющую читать шрифт. Следующий опыт — определение кислотности снега с помощью универсальных индикаторных бумажек. Проверили pH проб снега и пришли к следующим выводам. Участки номер 4 и 7 показали кислую реакцию. Участки номер 1 и 5 показали нейтральную реакцию. Участок номер 2 слегка кислую реакцию. Участок номер 3 щелочную реакцию. Далее определение ионов свинца. Чтобы определить ионы свинца, мы использовали дихромат калия, добавив его в пробы, так как при добавлении дихромата калия свинец реагирует с хроматом, образуя при этом хромат свинца, для которого характерен желтый цвет. В жидкостях в трех пробирках номер 2, 3, 4 окрасили в желтоватый цвет, что означает содержание в них ионов свинца. Вывод на участках, находящихся рядом с улицей, ионы свинца в большом количестве. Это связано с выбросами выхлопных газов в результате работы двигателей автотранспорта. Определение ионов железа в воде. К 1 мл исследуемого талого снега добавили 2-3 капли соляной кислоты, несколько капель пероксида водорода и 4 капли 50% раствора органита калия.
перемешали и наблюдали за окраской. На участках номер 3, 4, 7 обнаружены ионы железа. Растворы в этих пробах окрасили желтовато-розовый цвет. Также мы проводили опыт на проверку проб снега на наличие ионов меди. Ни в одной чашке окраска не появилась, то есть в наших пробах ионы меди отсутствуют. Также мы проводили опыт по определению ионов хлора, так же как во всех пробах снега содержание хлорид-ионов не обнаружено. В данном слайде мы видим результаты всех опытов. Также мы добавили такие признаки, как плотность, цвет и запах. Далее перейдем к результатам анализа снега. На исследованных 7 участках отмечено: первое — увеличение твердости снега, обнаружено там, где ездят автомобили и ходят люди. Второе — изменение окраски от белого до черно-серой, самая прозрачная вода в пробе от опушки леса. Третье — химический запах наблюдается возле котельной, около обочины дороги. Четвертый — на площадках номер 3 и 7 отмечается повышение шелушности талой воды, что свидетельствует о накоплении снегу дошелачивающих веществ на обочине дороги номер 4 и около гаража номер 7. pH 4. Кислая среда, что связано с содержанием оксидов серы, углерода, азота, выхлопных газов. Номер 5. В пробах у котельной около школы и гаража отмечается наличие ионов железа. Можно предположить, что основным источником катиона железа в исследуемых участках являются продукты горения каменного угля. Номер 6. На участках, которые расположены рядом с проезжей частью улицы котельной присутствует ион свинца. 7. Ионов меди и хлора в пробах не обнаружено. Вывод. Состояние окружающей среды в исследованных районах, кроме участков номер 2 и 4, можно считать относительно благоприятными. Чистый снег находится на периферии села, на опушке леса и на озере, то есть загрязнен снег с повышенным уровнем антропогенной нагрузки. Следовательно, наша гипотеза подтвердилась. Степень загрязненности снега, а значит и состояние атмосферы, зависит от продуктов горение топлива, котельной и выхлопных газов автомобилей. Рекомендации для сохранения благоприятной экологической обстановки в селе Х2. Первое и ожидаемые результаты. Спасибо за внимание.